Добрый вечер. Это «Кофе Брейк. Дебаты в Псковской области». Меня зовут Максим Поляков, я журналист интернет-журнала «7 на 7». Сегодня у нас 4-й выпуск, и мы пригласили в гости представителя очередной политической партии, которая пытается избраться в Псковское областное собрание. Но для начала немножко технических или организационных подробностей. Проект «Кофе Брейк» проводит креативное пространство «Шаг» в Пскове вместе с командой интернет-журнала «7 на 7». Трансляцию вы можете найти во ВКонтакте в группе «Кофе Брейк», а также в группе креативного пространства «Шаг» и газеты «Псковская губерния», в Фейсбуке в сообществе 7 на 7, а на Ютьюбе также на 7 на 7 и в канале политика Юлии Галяминой, за что ей огромное спасибо. Мы повышаем политическую культуру людей из разных регионов, в том числе за счет аудитории Юлии Галяминой. Ну а я рад представить нашего гостя, это депутат Псковского районного собрания Валерий Колтаков. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Валерий, давайте так начнем. У вас будет минута. Представьте, что нас смотрят люди, которые мало знакомы с вами и с вашей работой. Вы можете очень коротко рассказать, кто вы, от какой партии вы и почему вы идете на выборы в Псковское областное собрание. Я действующий депутат Псковского районного собрания, представляю политическую партию ЛДПР в Псковском районном собрании, живу в Псковском районе, работаю в Псковском районе. Веду активную депутатскую и политическую работу в Псковском районе. Меня многие знают. Я неоднократно ходил на выборы в районе, в том числе и на главу района. Поэтому для людей, интересующихся политикой, я знаком и даже очень хорошо знаком. Знаете, я когда общался со своими друзьями, коллегами, журналистами, спрашивал, расскажите мне, что вы знаете про Валерия Колтакова, какое у вас представление? Он говорит, нормальный мужик. Я начинаю гуглить. Спасибо. Ваши фотографии, вы, значит, в казачьей форме. Да. Вы сегодня пришли на эфир, у вас четки в руках, вы сейчас спрятали их в карман. Да. Казачья форма. Что это такое? Расскажите. Начнем с четок. Четки — это в далеком 1983 году на службе в армии мне подарил четки мой друг, чеченец, и с тех пор как-то я всегда с четками. А можете показать их, если... Да, это уже я не знаю, какие по счету четки, но я всегда с четками. Четки, они свойственны не только для мусульман, четки — это атрибут любой из мировых религий. Мне с ними комфортно, мне с ними удобно, я с ними лучше думаю, я успокаиваюсь с ними. Так казачья форма. Дело в том, что мои предки по отцовской линии с Верхнего Дона. Я по крови казак. Просто я пытаюсь представить, значит, избирателей, которые, не патриотического, значит, толка, которым, возможно, более, либерально-демократически настроен. Он смотрит на казаков и может сложиться впечатление, что, есть некоторое отторжение, потому что есть представление, что часть казаков — это ряженые. То есть есть настоящие казаки, которые действительно живут там, даже на севере живут. А есть те, которые там, не знаю, приходят на мероприятие, устраивают скандалы. Иногда. Я понимаю, о чем вы говорите. Это события такие были в Москве. Вы знаете, тема казачества очень сложная тема. О ней можно говорить очень много. И очень полезны для людей несведущих, просветить их в этом вопросе. Но я вам скажу одно. Есть разные казаки. Есть родовые, есть неродовые, есть приписные. Очень много всяких разных. Есть в том числе и ряженые. Люди, которые ощущают свою причастность к казачеству. Может быть, даже их предки были казаками, и они являются казаками, потому что кровь-то казачья. Но не интересуются ни историей казачества, ни культурой казачества. Так, казак и казак. Кстати, я знаю очень много родовых казаков по крови той либеральной тусовки, которую сейчас называют либеральной. Да? И мы вместе с ними отстаивали право жителей города и района жить без химического завода. Они, корни, но они не считают себя казаками. Это их право, это их выбор. Я считаю себя казаком. Я живу как казак. У меня взгляды как у казака. Про завод. Я хотел попозже вопрос задать, но задам его сейчас. Но напомню перед этим всем зрителям, что у вас есть возможность оставлять свои вопросы нашему гостю в комментариях и на YouTube, и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. У вас есть буквально для этого минут 30-35. Потом мы отпустим Валерия, и к нам придет второй гость. Это Лев Шлосберг, представитель Яблока. По поводу вопроса, значит, с химическим заводом.
еще перед началом программы, когда мы вывесили анонс, пришел такой, значит, большой текст развернутый. Он, значит, я зачитаю кусочек оттуда, а вы прокомментируете его. Колтаков протестовал против строительства химзавода «Титан-Полимер». В свое время ЛДПР занимала выжидательную позицию и открыто не критиковала завод. Они собирали некоторые митинги и с чиновниками по теме, где, возможно, людям платили деньги за участие. Не знаю, подтвердить не могу, опровергнуть, но, в общем, есть такое мнение. И была информация, что из-за своей позиции Колтакова даже, в кавычках, поперли со штатной должности в ЛДПР, на которой он получал зарплату. При этом он стал самым критикуемым депутатом Псковской ЛДПР в провластных телеграм-каналах, что было, критиковали его из-за позиции как раз по заводу «Титан-Полимер». Вы, получается, что тут так очень интересно написано, то есть вы были свой среди чужих, если можно так сказать, в каком-то роде, самый позиционный депутат от ЛДПР по всей Псковской области. Так ли это? Разделяете ли такое мнение? Нет, я не разделяю. Я не согласен с этим мнением. Если человек имеет такое мнение, имеет право на такое мнение, и я уважаю его мнение. Но я хочу немножко прояснить так ситуацию. Дело в том, что вы не сочтите мои слова сейчас каким-то бравадой какой-то или хвастовством, я не знаю. Можно по-любому назвать, но я вам скажу прямо и честно. Так. В политической партии ЛДПР идет дискуссия всегда. Да, на самом деле, сначала штаб ЛДПР был против «Титан-Полимера», потом он занял выжидательную позицию, потом все-таки склонился к строительству завода. Я имел беседу и с Антоном Александровичем Минаковым, и с депутатом Государственной Думы, который нас курирует, с Морозовым Антоном Юрьевичем. Они отставили свою точку зрения о необходимости завода. Я отставил свою точку зрения о том, что мой избиратель не хочет строительства этого завода. Я приводил свою аргументацию, а не свою. У нас был разговор, у нас была дискуссия, у нас был спор какой-то, да, но тем не менее это не привело ни к чему такому негативному, как пишет комментатор в этой статье. Все осталось по-прежнему, я уважаю их мнение, они уважают мое мнение. Это говорит о том, что внутри партии ЛДПР это самая демократичная партия. Понимаете, если есть такой разговор, если есть такой диспут, если есть такой спор, и нет никаких последствий, это говорит только об одном. О том, что есть свобода взглядов, есть свобода мнений внутри партии, мы можем ее высказывать, и все ее уважают. Перед тем, как сегодня... Далее. Была, я бы так сказал, были нападки, я бы назвал это даже не нападками, а травлей, потому что были оскорбления в мой адрес за мои критичные репортажи в моем блоге. Да, я веду свой блог, я рассказываю о жизни района, пытаюсь затрагивать какие-то региональные вопросы, их обсуждать. Да, было много чего с показом меня по РЕН-ТВ, по «Звезде», там, по многим каналам, за что большое спасибо администрации. Мой рейтинг поднялся, мне писали со всей страны мои коллеги, мои друзья, меня поддерживали. Потом был суд с одним из высокопоставленных чиновников нашей области, и он благополучно мне его проиграл. Все хорошо, все замечательно. Настоящий политик. Ну, в смысле, это позиция настоящего политика. Мы когда с вами общались до эфира, мы примерно очерчивали, о чем мы сегодня будем с вами говорить, и как бы решили выбрать одной из тем главные проблемы и вызовы, и перспективы развития Псковской области. Сегодня днем мы общались с прохожими на улице Пскова и спрашивали у них, расскажите нам 3 главных проблемы, которые есть. Они отвечали разные. Давайте предлагаю посмотреть очень опрос, интересно. А вы потом прокомментируете. Очень его. интересно. Три главные проблемы Пскова и Псковской области. Конечно, работа. Ну, экология, это понятно, у нас везде хромает. Ну, вот эти 2 причины. Все. Да меня все устраивает, по большому счету, кроме пенсии. Наверное, все-таки в какой-то степени нехватка вакансий на работу, в какой-то степени безработица. Самая низкая заработная плата можно сказать, на всем северо-западе, где только можно. Вот если честно, мне жалко людей с ограниченными способностями и вот мам с колясками.
Мне кажется, для них город совершенно не приспособлен. Хотелось бы больше фонтанов, например, потому что не хватает очень этой атмосферы. Ну, так, в принципе, все устраивает. Какой-то либо движухи. Как бы она есть, она начинает появляться. И, ну, мне кажется, надо еще побольше. Особых проблем у нас, есть, они везде есть, во всей России есть. Какие бы они ни были, они благополучно устраняются и благополучно находят какие-то пути решения наши. Вы говорите как чиновник. Вы и есть чиновник. В сельской местности, допустим, очень мало рабочих мест. Людям приходится ездить в город. Но это же накладно, правильно? Куда идти бедным, как говорится? В лес, в болото. Проблемы везде. И в пенсионном фонде такие проблемы. Это Путин приехал. Они сразу выдали мне сколько положено. Нужно, чтобы Путин каждый месяц приезжал. Да хоть живет тут пусть. Мы возвращаемся в эфир. Это «Кофе-брейк». В студии Максим Поляков и напротив меня кандидат Псковского областное собрание Валерий Колтаков от ЛДПР. Мы видели... Да, видел. Мы видели эти проблемы, зарплаты, опять же, да, перспективы, карьеры и все остальное. Что скажете? Но вы знаете, это не причина, это следствие. А то, о чем сейчас говорят люди, кстати, вот не так все плохо, судя по корреспондентам, которые выступили. Это следствие, это не причина. Причина, на мой взгляд, одна. И она не только в нашем регионе, но вообще в целом по стране. Дело в том, что в управлении регионом, в управлении государством практически не осталось профессионалов. Кадровый голод такой. Это, наверное, последствия конца 80-х, начала 90-х, середины 90-х, когда два поколения выпало. Мне посчастливилось жить в двух государствах. Мне тоже. Я очень долго жил в Советском Союзе, и я жил в переходном периоде. В смутное время оно было у нас, в конце прошлого, начале 20 века. И вот я живу теперь уже в обновленной России, и я могу судить, я могу делать свои выводы. Если тогда в СССР кадры готовились, человек проходил определенные ступени, начиная от звеньевого бригадира, да, или от старшего сотрудника, я не знаю, тех, кто занимался административно-хозяйственной, управленческой деятельностью, там были свои ступени. И он так рос, учился общаться с людьми, работать с людьми, организовывать производство, организовывать процесс какой-то административный. И он так рос и становился профессионалом. Вот два поколения выпало. Те поколения, которые умели это делать, ушли из жизни, ушли на пенсию, да. Потом эти всем известные реформы, они просто выбили некоторых профессионалов, как они выбили профессионалов из армии. Их просто поубирали в результате реформы. Из полиции, когда опытных работников, сыщиков просто поубирали из политики. Пришла молодежь, которая хочет расти карьерно, но не умеет этого делать, не умеет работать. Потом определенный процент пришел блатников. Это и в управленческий аппарат, и в администрации, и также это в промышленности, в той, которая осталась. И в результате мы имеем то, что имеем. Люди хотят развлечений. Дать их, администрация города, района, области в состоянии. Люди хотят каких-то вопрос инвалидов очень важный, да, вопрос. Потому что, доступная среда, Да, мы говорим много о доступной среде, но ее нет, потому что нет профессионалов. Я как-то задал вопрос администрации района, а кто построил этот подиум для инвалидов у нашей районной поликлиники? Это что? Что это? Что это за марафонская дистанция? Мне никто не смог дать ответа, потому что этим занимался непрофессионал. И вот с этого все начинается. Слушайте, а вам не кажется, что все-таки, в смысле, даже то, что вы говорите, это все равно тоже следствие?
то, что, может быть, этих людей и ставят непрофессиональных. У нас в губернаторах 4 бывших охранника президента. У нас в каждом втором регионе губернатор, которого присылают из Москвы, и потом его там тушкой или чучелом избирают и так далее. И это следствие того, что, ну, мы вот... Я же начал говорить, простите, о том, что не только у нас в регионе, но вообще в целом, конечно, по всей конечно. стране. То есть у нас, ну, Шойгу, наверное, замечательный МЧСник был. Он возродил, он создал эту службу, шикарную службу. Но, извините, он, как министр обороны, пока вот у меня много вопросов. И первый вопрос, он не кадровый офицер. Угу. Вот с этого все начинается, да? Дай бог, чтобы у него все получилось, да, и чтобы армия у нас была нормальной, и служили люди комфортные, и как можно меньше где-то воевали, да, оставались живыми, своими детьми, женами. Когда человек, который всю жизнь охранял какое-то лицо, вдруг становится руководителем какого-то, для меня, он не профессионал. Здравоохранение должен возглавлять врач, который начал с сельского. Понимаете? Вот тогда он будет настоящий министр здравоохранения. Прям отсылка к коммунистическим временам. Это нет. Вы знаете, вот в то время ведь не все было так плохо. Нет, никто же не спорит. Ну, в смысле, это к слову о том, что не всегда кухарка может управлять государством. Ну, в смысле, не всегда это должно быть обязательным критерием. Нет, это не должно быть обязательным критерием. Это не должно быть. Кто-то может, но в большинстве своем не может. Слушайте, вот смотрите, в буклете, который выпущен перед предстоящим выбором, в буклете ЛДПР написано, что партия заставит работать псковских чиновников-тунеядцев. К слову о том, что если многие непрофессионально или не умеют работать, вот, значит, некоторые там названы псковские чиновники-тунеядцы. Вам не кажется, что это, как минимум смахивают на такой, на популистский лозунг? Или это реально сделать? Если реально, то как? Вот, у меня есть такой опыт. Расскажите. Вот я стал депутатом районного собрания, да, по звонку могу устроить ребенка в детский садик. Недавно это произошло. Но устроить ребенка по звонку в детский сад, это очень круто на уровне района. Я вместе с первым замом ставил площадки для воркаута. Просто, понимаете, если депутат хочет чего-то добиться, он обязательно добьется. Я знаю это, я прошел через это. И поэтому так заявляется вот у нас от регионального отделения. Что можем, если хотим. А мы можем. Сколько человек Потому что мы хотим. Сколько может у вас в региональном отделении? В смысле, еще раз, это очень, мне кажется, это очень похоже. Я могу привести пример. Гговский район, давайте. Аших Миндима, да, вот он идет как раз одномандатником по округу, Псковский Гговский район. Угу. Ведь заставил переделывать дорогу чиновников, нерадивых, вороватых чиновников, заставил переделать дорогу. И сейчас опять занимается дорогами. И заставит, если будут неправильно делать. Потому что он хочет работать для народа, и он работает для народа. Угу. Как обещал. Как депутат от ЛДПР обещал, и он делает это. Возьмите пример с Себежем, с нашим кандидатом, да, которого сняли судом, знаете эту историю? Конечно. Харлашина, да? Потому что там знают, что Харлашин будет работать и будет добиваться. Потому что он умеет и может. И он сейчас, являясь депутатом, уже многого добился за этот короткий период. Поэтому такие заявления и происходят. Еще... У меня масса примеров. Да. Палкинский район, много. Еще одна цитата из этого предвыборного, назовем это, не знаю, буклета, программы и так далее. Что региональное отделение ЛДПР обещает бороться с безработицей не на словах, а на деле. Мы сейчас видели в вопросе, что это действительно, да, очень большой запрос у жителей региона о том, что нужны новые рабочие места. Так или иначе, промышленность. Нужно поднимать районы, в том числе малый бизнес, возможно, средний бизнес и так далее. Я даже понимаю, что наверняка у вас есть соображения по поводу того, что с безработицей нужно на самом деле бороться, есть какие-то механизмы. Меня здесь больше всего заинтересовала собственно, эта стилистика изложения этой мысли. Она такая, как бы... Прямая, как на кухне во время, как в коммуналке в советской, как у меня было. Да. Значит, вот мы разговариваем не на словах, а на деле.
Почему такой тон? Это первый вопрос. Второй вопрос, как бороться с безработицей на деле в Псковской области? Первое, это почему такой тон? Конечно, да. Вы знаете, вот если вы возьмете брошюры, любую литературу ЛДПР, она написана вся прямым доступным языком. Она никакой вуали, ничего лишнего, никакого словоблудия. Мысль доносится кратко, четко, лаконично, и поэтому она звучит прямо в лоб. Нет тут хождения вокруг да около. Ведь эту мысль можно было бы донести и по-другому. Вот походить вокруг да около, исписать 4 листа А4, и в конечном итоге в конце донести эту мысль. Они проще сказать прямо и четко, да? Поэтому сказано прямо и четко, без ничего лишнего. Как бороться с безработицей? Ну, об этом очень хорошо пишется в нашей программе партии. Как создавать рабочие места. Надо по-другому относиться, конечно же, к малому бизнесу. Надо дать ему больше свободы, как об этом и говорят наши депутаты в Государственном Думе. Много чего надо сделать. Много чего можно сделать здесь и на региональном уровне, что и делается нашими депутатами. Потому что вот, если вы знаете, то в Заксобрании у нас представительство из 3 депутатов. Да? 2 из них предприниматели, которым очень близка эта тема и которые занимаются этими вопросами. Все можно решать. Которые создают рабочие места у себя и дают возможность людям жить и работать. И я знаю, что люди довольны, которые работают у них. Они пытаются расширяться, они также и благотворительностью занимаются. Слушайте, ну вот, окей, тогда про безработицу. Давайте сделаем еще шаг вперед. Значит, какие рабочие места могут появиться в Псковской области? В теории крупный бизнес может зайти, если будут созданы благоприятные условия, там, не знаю, правительство региона, сейчас я договорю, там, даст им какие-то, ну, преференции, ну, не знаю, землю, там, налоговые как-то послабления на первом периоде. Второе, это может быть государство создать эти рабочие места, создать государственное предприятие, любой, ну, в общем, и так далее. Или малый-средний бизнес. Да, самая большая обычно в регионах, где нет крупной, где нет, ну, там, не знаю, добычи полезных ископаемых, малый-средний бизнес — это большая возможная часть и так далее. Но если мы будем смотреть на малый-средний бизнес не только в Пскове, возьмите любой регион северо-запада России, то люди бегут же, невозможно же. Там, помимо того, что это сложно, так еще человек, не знаю, он говорит, зачем мне жить там где-нибудь в Архангельске, в Мурманске, в Воркуте, где холодно, где все странно и так далее. Я лучше поеду туда, где легче пробиваться, где больше людей живет и так далее. Какой потенциальный путь вы видите, да? Где, в какой из этих путей нужно, может быть, больше усилий депутатских вкладывать? Если вы интересовались моей блогерской деятельностью, то в одном из своих выпусков «Деревенского разговора» я говорил о Муглино. Я часто говорю о Муглино, и я очень критично отношусь к этой площадке. Да? Я считаю, она не нужна, она не будет эффективной, ну, об этом я много говорил, она не будет работать, я же много лет говорю об этом, и она до сих пор не работает, да. А у нас есть яркий пример, допустим, Савицкий. Площадка работает, работают предприятия, работают эффективно, без государственной поддержки, без ничего, они просто работают. Вот один человек создал площадку, без поддержки государства, которая работает эффективнее вот этой вот особой экономической зоны Муглино, которую вот создавала на федеральном уровне, она создавалась. И она не работает. Поэтому надо отдать все среднему и малому бизнесу, дать им определенные льготы и преференции, и все будет работать. Понимаете? Хорошо, да-да-да. Тогда попрошу вот именно в этой теме последний вопрос, ответить на него, и мы пойдем дальше. Я забыл, как зовут общественного уполномоченного по правам бизнесменов, бизнес-омбудсмена. Это девушка, женщина, которая вот выступала там в Петербурге этим летом на экономическом форуме, произвела там фурор. Не боюсь ошибиться с фамилией. Ее главный тезис был такой: ребята, не мешайте малому и среднему бизнесу, просто не лезьте к нам, мы сами со всеми справимся. И сейчас вы, государство, в смысле, настолько много чего от нас требуете, и приходите с проверками, и все время, каждый раз, с каждым годом количество их увеличивается, что мы тонем. И уж тем более во времена ковида вы придумываете нам, ну там, где-то совершенно справедливые ограничения, а где-то совершенно безумные и ненужные. Не трогайте нас, мы сами выплывем.
Вы с этим согласны, с тем, что влияние государства, давление государства, особенно на средний и малый бизнес, из-за чего многие не могут, в том числе и в регионах, быстро развиваться, нужно уменьшать количество проверок, бумажек и так далее, в точке входа сделать проще? Я не только согласен, я за это является одним из программных тезисов ЛДПР. Хватит кошмарить бизнес, это наше выражение. Хватит кошмарить бизнес. Дайте людям свободу, дайте людям свободно работать, и тогда все будет нормально. Ведь все экономики мира строятся на среднем и малом бизнесе. Владелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Молодец, смелая да, девушка. она классная, да. Слушайте, мы где-то примерно в середине пути, или даже большую половину прошли. Я предлагаю сделать небольшую паузу. И я сейчас предлагаю устроить блиц-опрос. Я буду задавать вам короткие вопросы. Они и про политику, и про жизнь. Жду от вас очень короткие ответы на них. Дальше мы пойдем. Постараюсь быть кратким. Окей. 12 или 13 вопросов. Баня или сауна? Баня. Есть ли в России свобода слова? Нет. Почему? Коротко. Люди, которые говорят свободно, почему-то становятся иностранными агентами. Каким словом вы опишете поколение 15-20-летних россиян? Хорошее поколение. С кем бы вы вступили в коалицию? С «Единой Россией» или с «Яблоком»? Ни с кем. С «Яблоком» или КПРФ? Ни с кем. Ни с кем. Относите ли вы себя к интеллигенции? Нет. Почему? Ну, понимаете, во мне столько всего, и интеллигенции, и рабочего, и крестьянства, что я не могу себя отнести к какому-то определенному. Хорошо. Верите ли вы в невиновность или в виновность, давайте, в невиновность Сергея Фургала? Верю. То есть он не виновен? Не виновен. Не виновен. Что нужно делать с законом о гей-пропаганде среди несовершеннолетних? Отменить или ужесточить? Ужесточить. Почему? В среде несовершеннолетних ужесточить. Понимаете, взрослые люди – это взрослые люди. Они взрослые, это их выбор. Но когда пропаганда направлена на детей и подростков, это преступление. Без комментариев, просто идем дальше. Почему слово «демократы» чуть ли не стало ругательным в последние годы? Потому что демократы сами виноваты. Но вы представитель либерально-демократической партии. Можно я поясню? Конечно. Кратко? Понимаете, мне многие говорят, что политика – грязное дело. Я пытаюсь переубедить своих друзей в том, что политика – это чистое дело, это белое дело. Просто грязным его делают люди сами, да? И вот люди сами сделали это слово, уже почти нарицательным. Демократия, да, вся Русь изначально, она строилась только на демократии. Россия начиналась с демократии. Новгород, Псков, Дон, Кубань. Это все демократия. 10 секунд еще. Это все демократия. Идем дальше. Дайте определение слову «пошлость». Пошлость это? Вы знаете, тут... Своими словами, я же спрашиваю, чтобы узнать... Это гадость. Это гадость. Это гадость, окей. Простите ли вы подчиненному его прогул из-за любви? Прощу. Первая инициатива, которую вы станете продвигать, если станете депутатом областного собрания? Коротко. Чистота кадров. Это что значит? Кадры должны быть чистые. Это что значит? ЛДПР против коррупции. Ага, вот, наконец-то мы дошли. Последний вопрос. Крым наш? Наш? Наш уже Наш. 100%. 100%. Не отдадим. Не Хорошо. отдадим. Спасибо вам за... Предки мои за Крым воевали. Как я его отдам? Окей. Вопросы в комментариях я призываю писать наших телезрителей. У нас есть уже парочку вопросов. Я буду постепенно их задавать. У нас остается буквально 10-15 минут на общение с вами. Тимур у нас спрашивает, зачем Жириновский выезжал на коне на съезде? Я, возможно, пропустил в этой командировке. Вы, наверное, не на коне, а на тройке лошадей. Да, на тройке. Вы знаете, тройка лошадей – это какой-то такой символ России, символ ее красоты, символ ее могущества, если хотите. Тройка – это только Россия. У меня какие-то очень болезненные ассоциации с советским временем, 1937-1938 годом. А там не было... понимаете, да, тройка. Но это тройка лошадей. Да, конечно. Лошадей. Так зачем? То есть он выезжал, потому что хотел что? Подчеркнуть причастность к культуре
к символам каким-то? Политики такого уровня, как Владимир Вольфович, а это мировые политики, тут вы со мной согласитесь, да? В каждом их поступке, в каждом их слове надо искать смысл обязательно. Если Владимир Вольфович выехал на тройке, а тройка – это символ России, значит, он хотел показать, что Россия есть, Россия жива, и она держится на 3 вещах. Я думаю, он популярно это сказал, красиво. Угу. Окей, возвращаемся к теме нашей беседы. Мы там, в общих чертах, поскольку у нас немного времени, будем говорить о, опять же, вызовах и проблемах, которые стоят перед и регионом в целом, и людьми, которые здесь живут. Опять же, когда мы сегодня общались с прохожими на улице, мы встретили несколько молодых людей, которые, опять же, говорили про то, что им сложно представить свою карьеру здесь, в Пскове. То есть это возможно, но это гораздо сложнее, чем в более крупном городе, например. И что зарплата здесь более низкая, чем они хотели бы, и так далее, так далее. Если мы переведем это в политическую плоскость, мы видим в некоторых регионах, что у политических партий есть молодежные крылья, направления. У «Единой России», там есть у «Яблока» есть и так далее. Что в этом плане у ЛДПР? И в первую очередь ЛДПР здесь, на месте, в Пскове, как вы видите эту проблематику для молодежи, как вы молодежь вовлекаете, что происходит? Ну, в каждой политической партии есть молодежное крыло, да, в каждой политической партии, парламентской, непарламентской, это всегда есть, потому что любая политическая партия будет готовить себе подрастающее поколение, вовлекать молодежь. Это правильно, это надо. Конечно же, у нас есть своя молодежная организация в нашей партии. Она такая же, так скажем, ну не старая, а многолетняя и опытная. Из нее выходит депутат, вот, пожалуйста, депутат Власов, депутат Государственной Думы, он вырос из молодежки, да. Антон Александрович Минаков, наш депутат ЗАГС Собрания, он тоже вырос из молодежной организации, он когда-то начинал свою работу в молодежной организации ЛДПР в Петербурге, да, потом он возглавлял молодежную организацию всероссийскую и стал депутатом ЗАГС Собрания. То есть у нас и в Псковском регионе есть региональная молодежная организация, где ребята работают, учатся, потому что есть специальные школы в Москве, и не только для совершеннолетних, уже взрослых людей, куда мы ездим учиться. Я тоже неоднократно ездил учиться в Москву. Куда ездит молодежь учиться, набирается опыта у нас, у старшего поколения, и становятся депутатами. Вот Алексей Лазунин, депутат, по-моему, дедовческий, он тоже вырос из молодежки. Это нормально. Можно делать карьеру в политических партиях. Я думаю, что и в других партиях точно так же. И только надо работать. А если молодым людям кажется, что карьеру не сделаешь здесь у нас в Пскове, нет, они заблуждаются. Карьеру можно делать на работе и в Пскове здесь. Да сын, пожалуйста, мой, закончил техникум, пошел работать. Сейчас уже вырос старший кондитер, сейчас отправляют учиться. Только надо работать. Он работает, добросовестно работает, начальство это видит, начальство предлагает ему обучение. Надо работать. Кто-то из зрителей скажет: о, опять блат, вот, нет, значит, сын никакого депутата. блата. Вот никакого блата. Парень в очень жестких рамках. Хочешь добиваться, добивайся. Я могу кое-что, но я не буду это делать. Потому что мне мои родители этого не делали. Да, они не могли мне это дать. А я не дам, потому что если я это дам, то он ничему не научится. Я думаю, он мне будет благодарен уже сейчас. Он интересно учился в техникуме, даже там бунты устраивал, да. Да, я ему подсказывал, как правильно это сделать. Но это не бунты были, там девочку выгоняли, и они решили всей своей группой заступиться за нее. Я ему объяснял, как правильно это делать, чтобы все это было не хулиганством, а чтобы это было настоящим протестом. И у него это получилось, и девочка не отстояла. Почти как в коридорах Сорбонны. Ну, своих детей надо учить правильно поступать. И вот что касается карьеры на работе, у меня много знакомых. Люди, которые возглавляют предприятия, фирмы. Они все рады, если... Но беда в том, что не все хотят работать. Если, пожалуйста, моя супруга начала 10 лет назад, открылась лента. Начала простым кассиром. И она выросла прямо на глазах. У себя в ленте она сделала карьеру. Карьеру можно делать, но надо работать.
Давайте 5 минут, буквально еще давайте 2 вопроса. Один от меня, один от наших зрителей и, возможно, последний ваш тезис, обращение. Коллеги из агентства Псковского агентства новостей тоже подчеркивали, значит, такой очень интересный момент в программе ЛДПР, которая опубликована, что региональное отделение будет прилагать все усилия для обеспечения жителей области стабильной и качественной сотовой связью. Вы действительно считаете, что это такая большая колоссальная проблема, которую нужно закладывать в программу региональную? Сотовая связь, казалось бы. Вы Почему? знаете, это проблема. Объясните. Вот я живу на селе, да, МТС, некрасивое слово, но ныне модное, особенно у молодежи, отстой. Краснопрудская волость, МТС, отстой. Депутат Краснопрудской волости Игорь Поляков, депутат от ЛДПР, он уже дошел до Генеральной прокуратуры. Я постоянно писал жалобы. У нас плохая сотовая связь. И это очень важно, особенно на селе. Когда надо вызвать скорую, когда надо, допустим, элементарно зайти на госуслуги, да, тут только сотовый оператор. Потому что у всех смартфоны, как правило, уже, у всех практически смартфоны, даже уже у старичков и то смартфоны, да, и все ходят в интернет. И все пользуются телефонией. Всем это надо. Это неотъемлемая часть нашей жизни уже стала, да? Поэтому надо улучшать эту сотовую связь, надо работать. Эта проблема актуальна, она известна нашему региональному отделению, потому что депутаты работают, встречаются с жителями, они в курсе всех проблем, которые существуют. Вопрос от нашего зрителя, но перед ним мое короткое пояснение. Если бы мы спросили у политологов, там, не знаю, у Кынева, Рогова или Шульма, или мы послушали бы их многочисленные выступления с политическим раскладом в Российской Федерации, они бы назвали ЛДПР партией вождистского типа, без отрицательной коннотации. Есть лидер, и вокруг лидера аккумулируется политический капитал, он выступает драйвером, паровозом, тянет всех за собой и так далее. Мы видим примерно на протяжении нескольких политических циклов, так или иначе, похожие результаты по итогам голосования в Государственную Думу у ЛДПР. Они примерно меняются. Вот сколько людей доверяют, примерно их равное количество людей, которые доверяют, верят Владимиру Жириновскому. Вопрос про него к нам пришел. Очень много опять обращаются, в смысле, к его персоне, как к лидеру, да, как к вождю партии. Лидер, да. Вопрос звучит так. Если ЛДПР против коррупции, почему тогда у его лидера столько недвижимости, а ведь он не занимается бизнесом? Это, видимо, апелляции к некоторым расследованиям независимых журналистов и так далее. Что вы можете сказать? Это хорошо, что журналисты расследуют, молодцы, правильно, но они не знают одной вещи. Я, наверное, не раскрою секрет. Это уже, в партии у нас известно, может быть, людям несведущим неизвестно. Когда-то, давно, в 90-е годы, все то, что имело ЛДПР, оно было распределено по регионам. Допустим, в региональном отделении была квартира, под штаб-квартиру, там, транспорт, да, что-то еще, какое-то имущество. Это имущество начало благополучно куда-то деваться, да. Оно было передано из центрального аппарата, и куда-то стало деваться. Но это деньги партии. Их как-то надо сохранить. И ничего Владимиру Вольфовичу не оставалось, как все взять на себя. Теперь это все цело, все это работает. Это просто был один из таких барьеров. Поэтому, наверное, у него много имущества. Вы понимаете, когда говорят о том, что определенному человеку, лидеру политической партии или руководителю государства, он там это, он там то, у него там это, он себе купил это, он себе строит то-то. Вы знаете, глупости. Потому что людям этого уровня, ничего не надо. Почему Сталин умер? 3 рубля у него на книжке было. И потертые сапоги, и старая шинель. Да потому что ему ничего не надо было. У него все было при жизни. Еще бы, я бы удивился, если бы у генсека... Поэтому лично ему ничего не надо. Оно есть, но это как бы его, но это наше партийное. И это правильно. Хорошо.
Я напомню, что в ближайший четверг у нас здесь будет спецэфир с 20:00 примерно до 21 или чуть дольше. Мы будем говорить про так называемую псковскую инагентскую аномалию. В Пскове на единицу журналистов и на единицу жителей гораздо больше иностранных агентов, так получается, чем в каком-нибудь крупном городе. Да? Здесь представители Псковской губернии и журналист Северреалии. Вы сами, вот до эфира мы с вами говорили об этом, может быть, чуть-чуть. Скажите, а вы как сами относитесь к этой ситуации, к закону об иностранных агентах в целом, что с ним делать, и к тому, что в Пскове как раз вот, ну, так или иначе, концентрация, которая тянется еще дальше. Тут и «Голос», который иностранные агенты, аффилированы с иностранными агентами кандидаты и так далее. Вы знаете, если мы заявляем о том, что мы свободная страна, у нас свобода голоса, свобода мнения, свобода мысли, то и такого понятия «иностранный агент» не должно быть. Журналист не может быть иностранным агентом. В одном из своих деревенских разговоров, своих передач, да, я выступил в защиту Людмилы Савицкой. Я открыто сказал, это есть, это можно увидеть, потому что я считаю, что это неправильно. Если у человека есть мнение, и оно тебе не нравится, то ты опровергни как-то вот его доводы. Попытайся переубедить людей в свою сторону. Вот, хотя, Людмилка, какой она иностранный агент? Человек, который критиковал власть, не власть, даже не власть, который я очень часто с ней сотрудничал, и очень часто она выезжала по моей просьбе, когда волки атаковали население, когда там еще были какие-то проблемы. И эти проблемы решались, потому что она их поднимала на каких-то ресурсах. Да? Они быстро очень решались. Она выполняла свою журналистскую работу. Да, она занималась и политикой, там, на митинги приходила, да, кстати, на митинги познакомились. Она занималась освещением. В смысле, да, освещением, да, но это ее работа, она конечно, журналист. В смысле, она же не боролась за власть, да, она работала ведь и в местной редакции, где она не смогла работать, потому что, человек, который критикует чиновника, как бы не очень устраивает. А она чиновника критиковала. Чиновника. Вот этого нерадивого, неумелого, не умеющего, не знающего чиновника, который работать не умеет. Какой она иностранный? Денис, какой она иностранный агент? Господи, я вас умоляю. Слушайте, а тогда объясните мне такую Это не нужный институт. Да, я понял. Не нужно. Объясните мне такую ситуацию. Не знаю, представители ЛДПР в Государственной Думе голосуют за принятие закона об иностранных агентах. Так получается, что представители ЛДПР на местах очень часто не только по этому закону, и они не согласны. Так происходит и, не знаю, в КПРФ такое происходит, в «Справедливой России», где региональные депутаты высказывают отличную от федеральной точки зрения, отличное мнение, свое мнение. О чем это говорит? Вот вы сейчас тоже в целом, как бы, если мы сможем как-то так по-простому сказать, не соглашаетесь с тем решением, которое принимали, поддерживали депутаты ЛДПР в Государственной Думе. О чем это говорит? Это говорит о дискуссии внутри партии. И у ЛДПР, и у других партий, где депутаты более низшего звена не согласны с депутатами Государственной Думы. Я не знаю, что побуждало депутатов Государственной Думы голосовать за этот закон. Я не знаю, потому что мне не докладывают и не должны докладывать депутаты Государственной Думы. Но, значит, наверное, какие-то были основания у них. Здесь на местах, если мы не согласны, то у нас есть свои основания быть не согласными. А, наверное, потому что мы знаем конкретно, мы общаемся с теми людьми, которых вдруг объявили иностранными агентами. Вот мы их знаем. У нас маленький регион. И те, кто в политтусовке, так скажем, да, современным языком, мы ведь друг друга знаем. Мы знаем, чем занимается человек в свободное время, как он живет, какие у него принципы, какие у него взгляды, чего вообще он хочет для себя, для страны в целом, для людей окружающих. Поэтому у нас немножко другое мнение. Я знаю, что Людмилка на самом деле хочет, чтобы люди вокруг жили лучше и улыбались. Да. И Денис тоже самое хочет. Этого же хочет. Поэтому я против. Окей. Слушайте, давайте, у вас, не знаю, будет минута, полторы-две, чтобы обратиться к избирателям и сказать, почему уже нужно уже в пятницу или в субботу или в воскресенье приходить на участки, в принципе, изначально, участвовать в голосовании и, возможно, отдать свой голос за ЛДПР. Вы можете смотреть вот в эту камеру и, значит, обратиться к
к избирателям? Дорогие избиратели всего нашего региона, я прошу вас в обязательном порядке не полениться, найти вот эти 10 минут для того, чтобы изучить биографии и просто людей, которые идут кандидатами в ваших округах, в законодательное собрание области, в Государственную Думу. Внимательно на них посмотрите. О них о всех есть информация в интернет-ресурсах, это можно посмотреть, все это просто. Всегда можно кому-то позвонить из друзей, кто имеет больше информации, изучить каждого кандидата и принять для себя решение. Ну, поверьте, 10-15 минут вечером можно пожертвовать каким-то сериалом или чем-то другим, можно не сделать какое-то домашнее дело, их все не переделаешь. И все-таки пойти на выборы, хорошо или плохо эти 3 дня, я считаю, что это плохо 3 дня, а с другой стороны, хорошо для вас, что вы в 3-то дня один раз съездить или сходить, уделить там час или полчаса, а то, может, и к вам придут, если вы заявите, с урны, и обязательно проголосовать. Обязательно. Ведь на самом деле мы достойны того правительства, которое мы выбираем. Если мы не выбираем себе правительство и живем плохо, в этом виноваты только мы. Не те депутаты, кого выбрали другие, а те депутаты, которых выбрали мы. Вот если мы будем выбирать 100% населения, вот тогда, наверное, мы будем жить лучше. Никого не слушайте. Выберите себе кандидата. Это ваше дело, за какого кандидата вы проголосуете. Но я вас призываю голосовать все-таки за кандидатов от политической партии ЛДПР. Это, во-первых, люди, которые вышли из самых низов, потому что у нас в партии рост любому человеку. Это люди, которые живут среди вас, которые работают вместе с вами. И они знают все проблемы, которые есть на вашей улице, в вашей деревне, в вашем районе, в вашем городе, в вашей области и в стране в целом. Обязательно приходите на выборы. Обязательно. Это был Валерий Колтаков, программа «Кофе Брейк». Мы с вами прощаемся. Сейчас мы на 4 минуты посмотрим еще раз записанное заранее обращение политолога Екатерины Шульман о том, почему важно и мало того, что ходить на выборы, так еще и записываться в наблюдатели. И после этого к нам в студию придет Лев Шлосберг, лидер Псковского «Яблока». Пока прощаемся. До встречи через 4 минуты. Из 3 разновидностей участников избирательного процесса избиратели, кандидаты и наблюдатели заслуживают наибольшего уважения. Их деятельность всегда направлена к общественной пользе. На 2-м месте избиратели, кандидаты, только на 3-м. Между наблюдателями и избирателями есть та разница, что избиратель часто задается вопросом, что может решить мой один голос, растворяющийся в море миллионов голосов. Наблюдатель такого вопроса задавать себе не должен. Мы знаем на примере большого массива статистических данных, электоральной статистики, что участки, на которых присутствуют независимые наблюдатели, радикально отличаются по своим результатам от соседних участков с такими же точно избирателями, но без наблюдателей, которые серьезно относятся к своей наблюдательской миссии. Когда нога независимого наблюдателя ступает на самые отдаленные избирательные участки нашей Родины, выясняется, что даже так называемые электоральные султанаты – это не территории с аномальным населением, в которых как-то странно голосуют. Это территории с аномальными администрациями, в которых очень странно считают. Если есть кто-то, кто может вынудить комиссию считать правильно, то выясняется, что голосуют в этих самых экзотических или считающихся экзотическими местах примерно так же, как и в среднем по России. Сила наблюдателя в его знаниях, сила наблюдателя в его уверенности в собственной правоте и, собственно говоря, в инструменте публичности, которым он может и должен пользоваться. Довольно редко члены и председатели избирательных комиссий – это какие-то закоренелые злодеи или идейные фальсификаторы, готовые положить жизнь за результат той или иной партии или кандидата. Чаще всего это усталые замученные люди, которых их начальство заставляет терроризировать их же подчиненных. Поэтому если
черновая, низовая работа фальсификации оказывается сопряжена с неприятностями, излишним трудом и возможной оглаской, они очень легко от этих своих обязанностей отказываются и считают честно. Для того, чтобы фальсификация состоялась, комиссия должна быть единогласна. Не должно быть никого, кто скажет, так поступать нельзя. Если хоть один наблюдатель, так сказать, затесался в эти ряды, то довольно часто вся эта фальсификационная деятельность просто распадается на части. А надо вам сказать, что, например, в случае с результатами выборов в одномандатных округах часто совершенно небольшое количество голосов лишь решают судьбу мандата депутата Государственной Думы, который стоит больших денег и сопряжен с очень серьезными полномочиями. Один депутат – это уже значительный политический ресурс. Если вы, как наблюдатель, помогли депутату, действительно выигравшему, удержать свой результат, поверьте, вы действительно внесли изменения в состав высшего органа государственной власти, нашего федерального парламента. Поэтому на этих выборах, которые пройдут в течение 3 дней, избирателей должно быть больше, их нужно больше, чем на прошлом выборном цикле. Что касается того, что выборы не похожи на выборы, а в 2016 году были похожи, а в 2011 году сильно они были похожи на выборы. В этом отношении нельзя сказать, чтобы что-то принципиально изменилось. Те безобразия, которые происходят прямо сейчас, кажутся самыми безобразными, но если мы вспомним то, что было 5 лет назад и еще 5 лет назад, мы увидим в общем те же самые практики с поправкой на некоторые законодательные изменения. Кстати говоря, эти законодательные изменения большей частью касались недопуска кандидатов и партий к выборам. Те, которые уже допущены, в общем, даже в рамках действующего законодательства заслуживают того, чтобы быть подсчитанными настолько честно, насколько это возможно. Поэтому, записываясь наблюдателем, проходя, так сказать, курс образования и научаясь этой своей наблюдательской работе, вы делаете чрезвычайно благое дело, вы действительно совершаете, я бы сказала, патриотический подвиг, вы мешаете искажать народные волеизъявления, и вы, еще раз повторю, влияете на то, как будет выглядеть законодательная власть в течение ближайших 5 лет. Мы возвращаемся в эфир. Это «Кофе-брейк». Меня зовут Максим Поляков. Эту трансляцию мы проводим совместно с креативным пространством «Шаг», а делает ее команда интернет-журнала 7 на 7. У нас сменился гость напротив меня, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Добрый день. Вы по-прежнему последние дни депутат Псковского областного собрания. Сколько это? 3 дня осталось, да? Нет, на самом деле немножко не так. Максим, добрый вечер. И всем, кто нас смотрит, добрый вечер. Псковское областное собрание нового созыва, которое будет избрано 19 сентября, приступит к работе и вступит в свои права после первой сессии. Угу. Это будет очевидно либо в конце сентября, либо в начале октября. Дату эту никто не знает на этот момент. До этого момента депутаты действующего созыва остаются депутатами областного собрания. Поэтому еще штук 50 запросов я успею направить. Вот, да, это и хотел я узнать. Да. Слушайте, вот смотрите, вас зарегистрировали в Москве, да, сначала, потом, значит, сняли, потом вот эта вся эпопея была и так далее. Мне кажется, что за этим есть какое-то политическое решение, которое было где-то наверху в кабинетах принято, что, значит, Шлосберг это что, нужно снимать, что ли, что слишком, не знаю, политики видный, яркий и сможет смешать карты. Как вы сами для себя объясняете, почему была это вот, не знаю, это неразбериха наверху, что делать со Шлосбергом здесь, в Пскове, или по одномандатному округу в Москве и так далее? Почему случилось так, как случилось? До конца знают всю правду про эту историю те, кто ее организовал. Это весьма высокопоставленные лица внутри системы власти. Это и представители «Единой России», но это в основном, в первую очередь, представители спецслужб. То есть мое дело, как и дела других людей, которых пытаются обвинить в неких связях с экстремистскими организациями, совершенно понятно, по политическим мотивам. Это дела, которыми занимаются спецслужбы. Это даже не Минюст, это не прокуратура, которая там играет второстепенную техническую роль. Это те люди, которые сейчас пытаются заниматься в нашей стране и занимаются, это показало в том числе и мое дело, внутренней политикой. То есть если раньше люди, которые обсуждали внутреннюю политику, приходили на Старую площадь и говорили: администрация президента, мы тут политикой занимаемся. Вот. Теперь к этим людям можно и не ходить, потому что внутренней политикой занимаются совершенно другие люди. Они тоже, наверное, бывают на Старой площади, но совершенно в другом качестве. То, что произошло в нашей стране после изменения Конституции, это изменение государственного строя. Это не вопрос отдельной избирательной кампании в Госдуму, отдельной избирательной кампании такого политика, как я. Произошла смена власти в нашей стране. Притом эта смена власти произошла впервые после смерти Сталина. Когда в 1953 году ушел Сталин,
Хрущеву потребовалось 3 года до знаменитого 20-го съезда партии, чтобы поставить КГБ и НКВД, Министерство внутренних дел, они там по-разному переименовывались тогда, под политический контроль, то есть под контроль партии. Это было одним из самых главных его действий по реформированию системы власти в Советском Союзе. Если вы посмотрите, кто подписывал протоколы о казнях, о расстрелах, там не очень много было протоколов Политбюро. Там, как правило, одобрялись общие решения, хотя были и конкретные списки. Но почти все приказы, начиная со знаменитого приказа 147 наркома Ежова, подписывались, собственно, силовиками. И в течение 30 лет в нашей стране политическая власть принадлежала силовикам, непосредственным куратором которых был Сталин. Это была совершенно чудовищная машина, она перемолола миллионы людей, сломала десятки миллионов судеб, и эту машину даже советские власти после Сталина никогда не переделывали. То есть, когда Хрущев ее сломал и установил, что эти советуют, но вот эти решают. Без решения Политбюро ЦК КПСС, малого Политбюро, ЦК КПСС в широком плане не могли приниматься силовые решения. Сначала политическое решение, а потом силовое исполнение. По вашему мнению, после голосования Владимир Путин доверил политическую власть силовикам. Это его личное решение. Безусловно, их подписи нет нигде. Вот я кандидат в депутаты. И в одномандатном округе в Москве, на севере Москвы, в Ховеринском округе, и в составе единого списка «Яблоко». И эти обе избирательные кампании проверяет Министерство юстиции. Даже не будем трогать то, что произошло в Пскове, потому что в Пскове произошел колхозный эпизод. Наше Министерство юстиции, точнее, управление Минюста по Псковской области запуталось в 3 соснах, перепутало 3 августа с 4 августом, боже дар с яичницей. Ничего удивительного в этом нет. Мы знаем этот Минюст. Мы понимаем, что там нет специалистов, которые могут принимать и оформлять грамотные решения. Но в Москве все было намного серьезнее. Проверку по одномандатному округу проводит Главное управление Минюста по Москве, и все письма, справки, заключения подписывает начальник Главного управления Минюста по Москве, это генерал. В Центральную избирательную комиссию результаты проверки представляются Министерством юстиции за подписью заместителя министра юстиции. Я видел эти справки. Это совсем не такие простые документы. Каждое из этих писем сопровождается специальной таблицей. В этой таблице указаны 2 федеральных закона о противодействии экстремистской деятельности и о противодействии террористической деятельности. В каждом из этих законов, в каждой из этих 2 таблиц 10 возможных уровней причастности. Учредитель, организатор, руководитель, замруководителя, сотрудник – все 10 степеней. Самое последнее – иное лицо, причастное к деятельности. И ни по одной из этих степеней причастности у кандидатов, в том числе у меня, не было обнаружено никаких ограничений. И когда Министерство юстиции подписывает, у кандидатов ограничения отсутствуют, там еще пишут очень интересно, пишут «сведения отсутствуют». Такой вот стиль, очень своеобразный стиль документа оборота. Сведения отсутствуют. Естественно, в распоряжении Минюста все наши решения судов по административным делам, все эти каповские истории, кто где когда гулял, кто где когда кому что сказал, кто с кем сфотографировался. Митинги, в смысле, да, конечно, митинги протеста, которые были в этом году в январе. Все это у них есть. Проведя проверку всей этой информации, Министерство юстиции выдает сведения. Сведения отсутствуют. Это и есть основание для регистрации кандидата. То есть я прошел 2 федеральные проверки. И то, что произошло в судах, произошло без всякого учета мнения Министерства юстиции. Есть только одна структура, которая может взять бумагу Минюста и выкинуть ее в урну. Это ФСБ. И нужно очень хорошо понимать, что смена политической власти, смена государственного строя представляет собой угрозу для миллионов людей. Это не просто мы, политики, которые вот вышли за рамки малого мира, общаемся с людьми, заявляем позиции, выходим под огонь, под обстрел, получаем ответные удары. Идет речь о людях из системы, в том числе о чиновниках, которые не ведут публичной политической деятельности, о предпринимателях, о деятелях достаточно рядовых, всевозможных общественных движений. Стоит им попасть в поле внимания этой службы, и может измениться вся жизнь. И это неформальная история. То есть там придумываются юридические конструкции. Тогда, чтобы вернуть к самому первому вопросу, мой вопрос же был в том, как вы думаете, почему вас сначала зарегистрировали, а потом Все очень просто. Потому что в легальной государственной системе, в том числе в избирательной системе, в системе Министерства юстиции, нет никаких сведений, ограничивающих мои избирательные права, мое право быть избранным. Когда стало понятно, что эта система спокойно меня пропустила, на самом деле не совсем спокойно, в Пскове сначала был такой вот выкидыш, извините, юридический, потом через 24 часа Центральная избирательная комиссия там просто позвонили и сказали: вы что,
Вы что, посмотрите, сегодня 3 августа. 3 августа, 4 августа еще только будет принято решение суда и вступит в силу. Затем была попытка остановить открытие мной избирательного счета в Москве, была попытка оказать давление, но неформальное, не документальное, на окружную избирательную комиссию. Эта попытка провалилась. Я получил разрешение на открытие счета, открыл избирательный счет, сдал документы на регистрацию. И в Пскове, и в Москве регистрация была 3 августа, то есть до решения по признанию организации экстремистскими. Более того, Центральная избирательная комиссия уже 5 августа абсолютно спокойно, регистрируя весь список яблок из 300 кандидатов, в том числе меня и Николая Кузьмина, устанавливает отсутствие ограничений и регистрирует. И дальше начинается действительно то, на что нужно обращать внимание. Дальше некая сила, которая может контролировать не только правительство, не только ведомство, не только министерство, решает пойти через суд. И фактически, соорудив абсолютно провокативную, совершенно незаконную, вот особенность нашей ситуации, моей в частности, в том, что та схема, по которой была отменена моя регистрация как кандидата, она не соответствует тому варварскому закону Клишеса, который был принят 4 июня. То есть они сделали закон, по которому были намерены ограничить права тысяч людей. И выяснилось, что к большому числу кандидатов, большому для них, он неприменим. Этот закон неприменим, потому что у них нет возможности его применить. Тогда они решили выкинуть закон, просто отложить его в сторону, придумали псевдоюридическую конструкцию, могу сказать подробно какую, если это интересно, потащили ее в суд, и суды принимают эту формально незаконную конструкцию как правовую. Уложитесь за 1,5 минуты? Уложусь за 1,5 минуты. Для того, чтобы признать человека причастным к экстремистской организации, необходимо отдельное решение суда, то есть специальное дело об установлении причастности, инициированное только государственным органом, никаким не кандидатом, никаким не физическим лицом, решение по которому вступает в силу после 4 июня. Все. По мне и по другим кандидатам, по Николаю Кузьмину то же самое. Берется нарушение, которое было зафиксировано, по мнению судов, 23 января по кодексу об административных правонарушениях и вступило в силу 12 апреля. По некоторым данным, 12 апреля наступает раньше, чем 4 июня. Но нашим судам ничего не помешало переставить местами 4 июня и 12 апреля. И у них получилось вот такое решение, когда факт причастности, при отсутствии слова «причастность» в решении суда, при отсутствии закона, который тогда не был даже внесен в Государственную Думу, они берут решение с административным правонарушением, называют его решением о причастности, и при этом принимают решение о причастности 9 августа, то есть после регистрации, заявляя, что избирательной комиссии не были известны обстоятельства, что они вновь открывшиеся. Мы говорим, как может быть вновь открывшееся обстоятельством решение суда, вступившее в законную силу. Оно общедоступно, оно расположено на всех сайтах. Это казуистика юридическая. Это казуистика, но тем не менее есть еще одна важная вещь. Если говорить о решении суда 9 августа, то есть через неделю после регистрации, оно не может быть вновь открывшимся обстоятельством, а может быть только новым обстоятельством. В праве это означает то, что это событие не существовало на момент регистрации, а все, что не существовало на момент регистрации, не может применяться. Ни решение суда по фонду борьбы с коррупцией, признанного экстремистским 4 августа, ни решение суда в отношении меня, принятое 9 августа, ничего не считается. 3 августа картина мира зафиксирована. И никакого отношения к этой картине мира решение по КОАПу, принятое в январе и вступившее в силу в апреле, не имеет. Дело простейшее. Его студент юридического факультета разрешает за 15 минут. За 15 минут и напишет обоснование. И это будет железобетонное решение. И этот танк, который ими был сооружен, мало того, что они написали абсолютно провокативную юридическую схему, абсолютно провокативную. Там много вещей, которые ввели юристов в изумление, что в этих процессах было сказано, что не имеет значения обращение, допустим, решения суда к немедленному исполнению в части признания организации экстремистской, которое было в июне, 9 июня, тоже после вступления в силу закона Клишеса, и вступление в законную силу 4 августа. При этом в Пскове, когда избирательную комиссию Псковской области через ЦИК поставили на место, они тут же написали свое постановление. Ну как же, конечно, мы осознали, наш Минюст все перепутал. Они просто перепутали все, телегу и лошадь. Сначала 3 августа, а потом 4. Решение суда не вступило в законную силу. Поэтому, пожалуйста, Кузьмин и Шлосберг возвращаются в список Яблока. Все очень просто. Пока не поступает политический заказ. И становится просто с другой стороны. Ты слушаешь людей, и ты понимаешь, что они находятся в выдуманной ими правовой реальности, которая не правовая, которая сугубо политическая, но самое опасное, не то что страшное, страшные вещи это другое, самое опасное, что в этой другой реальности находятся суды.
То есть, когда этот бред говорит кто угодно, представитель прокуратуры, представитель избирательной комиссии, представитель заявителя, то есть очень интересный у меня заявитель, он занимается торговлей лекарственной коноплей. Как вы думаете, насколько гибким должен быть человек, идущий на выборы депутата Государственной Думы, торгующий лекарственной коноплей? Когда мне показали его какую-то плашку в интернете, она сейчас пошла гулять по избирателям, там фоном является конопля. Ну, слушайте, троллинг, это буквально. Просто какие-то сидят, какие-то политтехнологи, которые говорят, слушайте, а давайте, и такие ржут. Ну, то есть, и ржут. Притом этот парень живет в Новосибирске, там является каким-то членом общественной палаты, занят каким-то своим бизнесом, его вытаскивают в Москву, у него там появляется фирма, которая абсолютно точно крышует люди в погонах, потому что без погон такой бизнес вести невозможно, посадят, а еще и хуже может быть. И этот человек подписывает, мне рассказал один сведущий человек о том, что к другим кандидатам до этого подходили с предложением подписать такое заявление против меня, идущих в этом же округе. И люди отказались. А этот не отказался. У нас прямой эфир, я приглашаю всех наших зрителей, читателей смотреть, и не только смотреть, задавать вопросы на YouTube и ВКонтакте. Присылайте, пожалуйста, наш эфир продлится еще 25-30 минут. Общение с Львом Шолсбергом. Пару вопросов пришло, я их задам, потом мы вернемся к теме. Первое. Пишет Максим Ватяков. Привет из Зеленограда, спасибо за вашу книгу. Вопрос. Лев Маркович, хотели бы вы еще принять участие в очередных следующих выборах в московском регионе, например, в том же 207-м округе? Слушайте, мне очень понравился 207-й округ. Это первое. Второе. Я прочитал кучу бреда, вот я не могу это иначе назвать, такого псевдополитологического бреда. Особенно этим страдали псковские якобы политические журналисты, что 207 округ мне повесили на шею, понудили, чуть ли не под дулом пистолета, привели меня на север Москвы и сказали: умирай здесь, вот здесь, вот здесь. Это люди, которые даже мне ни разу не задали ни одного вопроса. Я не знаю, чем они занимаются, за что они получают деньги, кто им платит. Вообще-то за такую работу нужно выкидывать людей на улицу навсегда, с волчьим билетом, чтобы они никогда не были в профессии. Я выбрал этот округ сам. Я посмотрел электоральную историю Москвы. Вообще в Москве выбрать округ, хочу вам сказать, это непросто. Да. Там куча москвичей, живущих бурной политической жизнью. И люди хотят баллотироваться там, где они живут. У меня было несколько округов, где я знал заранее, что вот здесь пойдет Сергей Митрохин в ЦАО, который, дай бог, через 4 дня будет депутатом Государственной Думы. Ну, как я могу сказать, Сергей Сергеевич, ЦАО мне нравится, там Кремль. Давайте-ка я пойду на штурм Кремля. И таких еще несколько эпизодов. Нет, мы изначально искали те округа, где не было уже вросших вот всеми своими корнями кандидатов от Яблока, которые намерены были баллотироваться. Этих округов было всего 3. Но Ховринский я увидел сразу. Я посмотрел историю выборов. Я посмотрел, что избиратели, политики-демократы почти никогда не доезжали до этого округа, а до Зеленограда, который прекрасный город. Это на самом деле Псков, фактически только очень молодой. И там удивительная вещь. В городе 250 тысяч жителей, а избирателей больше, чем в Пскове, больше, чем в Зеленограде, на 10 тысяч, потому что там город молодой, в 1958 году основанный, красивый, там очень много интересного, я там познакомился с очень интересными людьми. То есть, если сейчас буду рассказывать про Зеленоград, это будет уже... Я могу сказать, что у меня большой долг перед избирателями Ховринского округа. Ну, они просто потеряли депутата Государственной Думы. Мы за неделю, почти за 10 дней, чуть больше, собрали 15 тысяч контактов, живых сторонников. Люди отказывались верить, что можно идти по чужому новому городу с такой скоростью. Набрать нужно было 58-60 тысяч примерно для победы. Посмотрим, какой будет результат победителя, потому что 3-дневное голосование, оно принесет сюрпризы всем, цифры подрастут. Но мы понимали, с цифры 60 тысяч начинается победа. Мы шли абсолютно точно по графику. Я был сам удивлен, когда агитаторы выходят к метро, общаются с избирателями. Выясняется, что люди знают такого кандидата. То есть просто людям это было известно. Я поэтому могу сказать, если так сложится жизнь и судьба, что можно будет еще раз вернуться в Москву, ждите меня в Ховринском округе в Зеленограде. Да. Я по последние 1,5-2 года живу в Москве. Не самый лучший город для жизни, для работы отличный. Оттуда очень удобно приезжать в командировки. Прыгнул в самолет, если ЧП происходит. Самолеты летят во все стороны из Москвы. Пожалуйста, как в Псков. Приехал в Псков. Сам-то я из глубинки. Но откуда? Я в Воркуте же. Воркута, Сыктывкар, дальше север. Да. И я, когда выбирал место, где жить, я выбирал специально зеленую ветку ближе, повыше. Я живу в районе метро «Аэропорт», и это округ, где сейчас спорят Литвинович и Брюханова. Но все, что выше, и Ховрина, это, собственно, последняя станция на зеленой ветке, наверху. Это, в смысле, я очарован спокойствием и интеллигентностью людей, которые там живут. Я очень хороший. Очень хороший. Я вступил сразу в местную группу и сказал: ребята, я с вами, потому что мне вы все симпатичные. Кстати говоря, очень хорошее
сообщества в социальных сетях. Это лучше. Я вступил где-то в 15 сообществ в Фейсбуке, притом я еще не все успел найти. Они писали мне сами: записывайте, записывайте. Нас тут 3000, нас тут 4000, нас тут 1500. Здесь мы спасаем Березовую аллею. Здесь мы защищаем от какого-то идиотского моста через Москва-реку, который просто совершенно не на месте, и понятно, что он просто отмывание денег. Вступайте, мы будем это делать все вместе. В общем, я могу сказать, что мне все очень понравилось. Вот, я там не доработал, моя вина, приношу извинения. Уж что бы там ни произошло, перед избирателем всегда нужно извиниться. Поэтому буду готов доработать. Возвращаемся в Псков. Но сделаем такую ретроспективу на всю Россию. Мы часто видели, что очень многие региональные политики, которые выстреливают, будь то в Хабаровске, или в Карелии, или в Новосибирске, они, значит, в какое-то время были на слуху, они прорывались в власть, в исполнительную или в законодательную, они задавали тон и так далее. Когда эти люди в силу разных причин уходили из власти, переезжали в другой город, строили политическую карьеру в Москве, так получалось, что сила, вот, то есть по инерции еще у представителей партии, кандидат был, да, или чиновник, вот, от которой партии, от которой он попадал во власть, по инерции еще какое-то время, значит, что-то шло, потом все как-то более-менее там как-то все на нет сходило. Вы не собираетесь, я уверен, уезжать из Пскова, будете дальше жить здесь и работать. Я мог переехать в Москву только при одном условии. Первое, меня избирают люди. Второе, я остаюсь жителем Пскова, как вот житель. То есть мой дом, мои корни здесь. При этом, значит, еще одного кандидата от «Яблока» снимают с выборов. При этом у вас остается другая команда. Как вы бы сами охарактеризовали то, какая команда у вас, будем говорить у вас, да, как у лидера Псковского «Яблока», появилась за последние годы, и насколько она, те люди, которые остались без вас, без человека в списке, без лидера в списке, способна бороться за власть, претендовать на эту власть? Я могу предположить, что результат «Яблока» на этих выборах в Псковской области при честном подсчете голосов и вообще честных хотя бы относительно выборах будет выше, чем в 2011-2016 году. И потому что мы стали сильнее объективно за эти 5 лет, и потому что людей взбесили. Вот тем, что происходит сейчас по отношению к нам, это наглость абсолютная. Можно как угодно называть любого человека, но вот представить себе, что я экстремист, сложно. Я всю жизнь живу в Псковской области. Мои родители всю жизнь живут в Пскове, за исключением периода войны. Но мы здесь живем всегда, извините. Наши предки с 19 века, то, что установлено по документам, возможно, даже раньше, не все документы найдены. Приезжают какие-то люди и считают, что они здесь хозяева. Они будут решать, кому здесь жить, кому заниматься политикой, кому избираться депутатом, кому не избираться. Кто все эти люди? Они сбегут отсюда при первой же возможности в припрыжку. Их здесь ничего не держит. Это временщики. Мы видим перед собой парад временщиков. Притом, ладно бы они были хотя бы грамотные временщики. Они же безграмотные. Они просто берут топор и кромсают землю, куда они приехали. Она еле живая. Дайте ей вздохнуть, дайте людям здесь что-то заработать, дайте им здесь жить. Они не хотят отсюда уезжать, но здесь нищета. Даже не бедность, а нищета. Я каждый раз повторяю, когда меня спрашивают, как дела в Псковской области? Я говорю, дела по-разному, но у нас почти 20% жителей области, то есть 5-я часть, живет ниже официального прожиточного минимума, то есть на хлеб и воду. Свыше 100 тысяч человек. В области, где живет 620 тысяч человек, свыше 100 тысяч – это люди, живущие на остатках еды. О чем еще можно говорить? И приезжают начальники, которые заявляют, что вот здесь сейчас мы будем строить карьеру. Они строят карьеру по трупам. Вот никаких других пониманий этого нет. Поэтому команда выдержала это испытание достойно. Все во время избирательной кампании сплотились. Все понимали, что это высокая угроза, и часть ответственности пришла на тех людей, кто, может быть, не предполагал, что такая ответственность выпадет. Вообще мы сегодня самая широкая демократическая команда в России, региональная. У нас почти 60 избранных лиц, включая глав районов, депутаты областного собрания, депутаты городской думы, депутаты районных собраний, городских и сельских поселений. «Яблоко» присутствует сегодня в 19 из 24 муниципальных, из 26, прошу прощения, 24 района и 2 города, муниципалитетов области. У нас самое широкое представительство. Когда мы готовились к этим выборам, мы обновились на 2/3. То есть у нас треть – это действующие участники, 15 депутатов, действующих депутатов от «Яблока» баллотируются. Но еще 2/3 команды – это люди, впервые участвующие в выборах такого уровня. Они очень интересны. Вот в этих выборах люди раскрылись, новые люди, впервые участвующие в кампании, раскрылись очень интересно. С петициями, с инициативами, с общением с избирателями. Ни у кого не было шока. Когда нас стали бить дубиной по голове,
шока у людей не было. Люди понимали, ага, вот такая ситуация, значит, надо еще сильнее, значит, надо лучше, просто лучше работать. Я вообще никуда не исчезаю. Это моя команда, это наша команда. Не имеет значения статус депутата. Я занимался политикой с конца 80-х годов и до 2011 года без статуса депутата. В 2011 году выборы, которые я впервые выиграл и получил мандат, я не помню сейчас, были то ли 14-е, то ли 15-е выборы в моей жизни. То есть, в общем, была довольно долгая дорога в дюнах. Ну хорошо, 10 лет я отработал депутатом с перерывом на год, 5 лет назад. Но теперь я буду работать политиком, не имея статуса депутата. Статус – это вещь дополнительных возможностей. Но при этом должен вам сказать, вот отработав 10 лет депутатом, я знаю, вот иногда хочется тебе сказать, вот глядя на некую политическую субстанцию, сукин ты сын. А депутат не скажешь. А не будучи депутатом скажешь. Сегодня днем у меня было время немножко на обеде пройтись. Я, шел вдоль по набережной около Кремля и слушал вчерашнюю программу «Полный Альбац». Там в гостях был Кирилл Рогов, политолог, и Сергей Гуриев, профессор университета за рубежом. И они рассказали очень интересную вещь. То, что изменилось, по их мнению, это они писали в докладе, недавно выпущенном фондом «Либеральная миссия», за последние пару лет. Оказывается, в России можно быть политиком и сильным политиком, даже если у тебя нет партии, даже если ее не регистрируют, даже если тебе вставляют палки в колеса, но ты принимаешь те решения, которые влияют на итоги выборов. Говорили они в первую очередь про Алексея Навального. Ну, собственно, вы попадаете в ситуацию, когда у вас формально нет статуса, но вы серьезно будете влиять так или иначе на региональную и федеральную отчасти политику. Два вопроса. Это наверняка вас уже спрашивали об этом, но это такое столкновение регионального и московского видения того, как может развиваться ситуация. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский говорит о том, что, уважаемые избиратели «Яблока», не поддерживаете проекты Навального. Вот это было... Нет, сказано было не так. Я помню наизусть, как было сказано. Скажите, да. Да, было сказано, те, кто голосует за Навального, не нужно голосовать за «Яблоко». Вот что было сказано. Да, сказано это было в передаче «Hard Day's Night», которая до сих пор не выложена полностью на Ютубе, как и моя передача «Hard Day's Night», когда было бы понятно, в каком контексте вообще идет обсуждение. Расскажите, почему это, как вы видите, почему это заявление было сделано, хотя, еще раз, многие говорят, умное голосование. Умные люди, в смысле, вчера оба героя, гостя Альбац сказали, мы будем Одного из них знаю лично. Да, мы будем ждать, как это называется, выборку умного голосования, потому что это, по нашему мнению, и уж наверняка-то в Псковской области. Люди. В Псковской области они же порекомендуют по большей части, простите, наверное, ваших сторонников. Знаете, по счастью для Псковской области, за все время выборов у нас здесь умное голосование не высказывалось ни разу, ни по одной избирательной кампании. Все, что мы получили здесь, начиная с 2010 года, наших первых успешных выборов, и до минувшего года, мы получили сами. Без чьей-то помощи, без костылей, без подпорок, без каких-то дополнительных зонтиков защиты. Это наша работа, наш труд и наши результаты. И я могу сказать, это наилучшие условия для ведения политической деятельности. Я никогда, как самостоятельный человек, не буду ориентироваться ни на чьи рекомендации по голосованию. Я считаю себя достаточно разумным, чтобы сделать личный выбор. Я хочу, чтобы Россия состояла на 100% из избирателей, способных делать выбор самостоятельно, исходя из того, как люди понимают ситуацию. То, что вы сказали про господина Гуриева, с которым мы знакомы только заочно, и про замечательного Кирилла Рогова, с которым я знаком лично, меня крайне печалит. То есть я считаю, что эти люди высшего интеллектуального порядка. У них есть достаточно мозгов и даже достаточно источников, чтобы разобраться в том, где и кто баллотируется, какие представляют взгляды и кого можно поддержать. То есть если они считают, что при их уровне знаний о жизни им нужна дополнительная консультация от людей, которые не факт, что знают ситуацию на местах, я знаю, как принималось решение в процессе умного голосования по отдельным выборам в отдельных регионах на основании дружеских связей. На основании неких мифов о том, что если красный, то, скорее всего, второй. А если коричневый, то может быть еще лучше, как это было в Новосибирске с одним известным нацистом. Поэтому я могу сказать совершенно точно, что политик вне партии, вне политической структуры – это очень трагическая судьба. Вот нас часто спрашивают про Навального. Ваши разногласия с Навальным. Полгода я общался с Навальным в первой половине 2016 года, пытаясь создавать демократическую коалицию с его участием, точнее, участием его команды на основе «Яблока». До сих пор ни он, ни я ничего не рассказывали детально про эти переговоры, и я понимаю, почему. Алексей об этом не рассказывал. Почему? И я не буду об этом рассказывать. Потому что
Все, что можно было сделать для создания коалиции, было сделано. Все, абсолютно все. И он, и я знают, какое предложение не могло быть обсуждаемо. И когда оно появилось, все, исчезло пространство для общения. Когда-нибудь, может быть, в лучшие времена, в более свободные времена, это можно будет обсудить. Но само умное голосование появилось как ответ Алексея Навального и его команды на невозможность легального участия в политике. Об этом вчера Нет как раз партии. Рогов и говорил, что если Нет партии, если нет нет кандидатов структуры, от- нет возможности Да. участия в выборах, но Да. хочется оставаться в публичной политике. И тогда появляются рекомендации от имени политика, и любая победа другого политика с поддержкой Алексея Навального и его команды подается как победа Алексея Навального и его команды. Честно скажу, мне это не нравится. Оно То есть и я- к Пскову это в меньшей степени относится, Ни в чем к другим какой, регионам. ни в Вообще, какой конечно, степени да. здесь умное голосование не светилось, и я знаю почему. Потому что вся Псковская область – это 0,2% избирателей России. Тут много не надоешь, понимаете? Здесь все очень скромно и очень бедно. Мы достаточно ограничены в человеческом ресурсе. Поэтому мы меньше интересуем различных политиков самых разных федерального уровня. Это видно в том числе и потому, кто когда посещает Псковскую область и обращает на нее внимание. У нас, слушайте, давайте вы закончите вот Я все-таки скажу про Навальное умное голосование, потому что это принципиально, и мы перейдем дальше. Так вот, я совершенно уверен в том, что сейчас с участием умного голосования, именем Алексея Навального, я не знаю, в курсе он этих операций или не в курсе, производится колоссальная, самоубийственная, ну, по сути дела, электоральная катастрофа в нашей стране. Огромная машина общественного мнения, включая представителей научных кругов, интеллигенции, культуры, искусства, начинает агитировать за КПРФ. Я спрашиваю, друзья, скажите, пожалуйста, взгляды этой партии хоть в чем-то соответствуют вашим взглядам? Нет. По-моему, господин Сонин, профессор Высшей школы экономики, написал, что готов голосовать за людоедов. Погоди, ты хочешь голосовать за людоедов, ты готов. Ну тогда, пожалуйста, скажи всем, что я голосую за людоедов, чтобы не путать слова. Скажи прямо, я выбираю людоедов. И тогда, чтобы люди понимали, что ты выбираешь людоедскую власть, которая потом уничтожит людей. Есть две партии вчерашнего дня в нашей стране, полностью партии вчерашнего дня. Это «Единая Россия» и КПРФ. Это партии одинаково советского типа. Это партии сталинистского типа. Это партии, ни одна из которых не отреклась от ужасного советского прошлого. Но «Единая Россия» может делать вид, что ее там не было, хотя там треть. из С, тех, кто там с был. бывшими партийными Да. билетами. Вот не нужно рассказывать, что... Я, допустим, не был в КПСС. Мне дважды предлагали. Я в советское время дважды отказался. Я понимал, это не моя партия. Быть в ней мне не нужно. Там же люди, которые были в КПСС и потом поменяли еще 3 партии, чтобы потом прийти в Единую Россию. Ну, тогда не нужно говорить, что это будущее. Будущее, которое мы желаем своей стране. Если мы считаем, что вот сейчас у Единой России 60%, а у них будет 40%, а у КПРФ 60%, это будет счастье, это будет абзац. Вот как любит говорить Евгения Марковна. Евгения Марковна Альбац, да. Потому что тогда станет понятно, что эти ребята ничему не научились, выводов никаких не сделали, с портретами Сталина ходят, политические репрессии оправдывают. Кто голосовал за все эти законы об иностранных агентах, нежелательных организациях, все аффилированных 4 лицах? партии Это голосовали. все 4 партии Путина. Это все 4 партии советские партии. Ни с одной из них, ни с одной не связано будущее нашей страны. То есть, если мы хотим чувствовать себя страной с головой повернутой назад, 4 головы повернуты назад. Вот они и есть. Если хотите менять политику, нужно голосовать за другую политику. Безусловно, Яблоко сейчас не выглядит партией равносильной этим 4 партиям. Да, нас не показывают по федеральному телевизору, у нас нет парламентской трибуны, у нас, мягко говоря, нет денег. Вот мы получили нечаянно, без всякого плана, Андрея Пиварова список партий, чтобы защитить парня, которого сначала следователи выпустили из страны, пустили в самолет, он прошел пограничный контроль, И а потом, там же задержали. а потом другие люди бегут на взлетную полосу, вытаскивают его из самолета и по совершенно идиотскому поводу закрывают в Краснодаре. Мы его защищаем, выдвигаем, и Минюст пишет письмо в Центральную избирательную комиссию, аффилирован с иностранным агентом, с организацией «Свободный Петербург». Так вот, 2 августа, за сутки до как раз вылета в Москву, я уже был, можно сказать, тоже на взлетной полосе, проходит по Зуму экстренный, дистанционный, закрытый политкомитет «Яблоко». Обсуждаем это письмо Минюста. Что делать? Все члены политкомитета, 12 человек, единогласно голосуют. Взяли парня в лодку, значит, мы вместе с ним аффилированные лица. И теперь вся продукция федерального Яблока, эти 15%, если бы люди, которые хотят изменить нашу страну, вот просто изменить политику, понимали, что они должны и могут сделать на выборах, это 15% на выборах в Государственную Думу тех людей, кто не согласен с режимом Путина. Вот они есть, эти 15%. Только не за тех,
кто оправдывает политические репрессии, а за тех, кто говорит, что будет эти репрессии не просто прекращать, а будет их расследовать. Я, когда увидел, очень интересная была ситуация, официальную российскую газету правительства, с программой партии «Яблоко» официальной. Вот открываешь российскую газету. Первый абзац программы. Политика Владимира Путина привела Россию в тупик. Так, переворачиваешь газету. Нет, все в порядке. Российская газета российского правительства. Читаешь второй абзац в первом разделе. Требуем расследования отравления Алексея Навального, покушения на всех других политиков и расследования политических убийств. Слушайте, сторонники Алексея Навального, пожалуйста, перед вами 14 партий. 14 партий в бюллетене. У вас куча времени. Все есть в интернете. Пожалуйста, почитайте эти программы. Почитайте, где еще есть хоть одно предложение против Путина, и какая партия еще заявила требования расследования отравления Навального. Потому что это, безусловно, преступление с помощью химического оружия. То, что у Навального и у Яблока есть очень серьезные различия в политических взглядах. Я это подтверждаю. Я с ним знаком, я понимаю, как у него работает голова, я понимаю, как он ведет политику. Я не хочу сейчас обсуждать детали его политики, я бы хотел с ним, вот как с вами, подискутировать в эфире и сказать: Алексей, скажите, пожалуйста, зачем вот это? А почему вот так? Вы считаете это правильным или неправильным? Но сейчас такой возможности нет, и я не буду вести с ним полемику. Но хочу сказать, что если люди, поддерживающие Навального, они сейчас не избиратели, у Навального нет избирателей. Избиратели у тех, кто участвует в выборах, кто участвует в политике. Меня сняли с выборов, но партия участвует. Я участник команды, я призываю людей голосовать за свою партию. Если эти люди хотят изменения в стране, у них нет другого выбора, кроме Яблока. Хорошо. Просто нет. Да, значит, и не нужно обижаться, просто не нужно обижаться, что политики в демократическом обществе придерживаются разных взглядов. Просто не нужно обижаться, мы разные. Да, я напомню, что вот это вот ваш длинный спич начался с вопроса о том, с высказывания о том, что Явлинский выступал на «Дожде» в Hard Day's Night. Его достали 5 журналистов. Да, они его прессовали полчаса, и в конце концов, чтобы от них отвязаться, он сказал: все, хотите голосовать, идите. Все понятно, контекст ясен. Да. Спасибо. У нас целых 3 вопроса, и у нас немного времени. Давайте блиц. Да, ну, можно и блиц устроить из головы. Если у вас есть вопросы, у нас буквально там последние 10-15 минут, присылайте их. Отвечаем коротко. Сейчас вам предложили штатную должность партии? Знак вопроса. Согласитесь ли вы переехать в Москву, если это произойдет? Если не сможете быть депутатом на штатной основе, то будете искать себе новую работу? У меня есть работа, я политик. Я работаю в «Яблоке» как политик вне зависимости от зарплаты. Когда в 2015 году меня выкинули из областного собрания, лишили мандата, я год работал в Псковском «Яблоке» как председатель Псковского «Яблока» и получал свои 50 тысяч за эту работу. Потом я вернулся в областное собрание и работал в областном собрании. Я не собираюсь менять вид деятельности, в этом нет никакой необходимости. Каким будет конкретно мое место работы? Но я подумаю об этом после 19 сентября. Но это политика, это «Яблоко». Переезжать для этого в Москву, там что-то должно быть очень большое в Москве, чтобы я задумался, могу ли я в Москву ездить на работу. Просто это что-то должно быть такое, чтобы меня это заинтересовало. Меня интересовало и интересует работа депутата Государственной Думы. Это интересно. Это для меня очень интересно. Я дважды отработал почти полные циклы депутата областного собрания. Могу сказать, что я освоил здесь все. И мог бы 3-й сезон поработать. Проблем с этим никаких нет. Но мне хотелось расти. Меня остановили. Значит, я буду расти тоже в политике, но без статуса депутата. Светлана задает вопрос. Добрый день. А в Петербург не хотите ли перебраться и избраться там? Здесь вас знают и уважают, и здесь прекрасный коллега ваш с множеством однофамильцев. Речь про Вишневского, да. Судя по всему. Да, судя по всему, речь про Вишневского. Я думаю, что его однофамильцы 1 и 2 будут жариться на адовой сковородке долго. Это Петров и Баширов. До конца жизни. Да, Петров, Баширов тоже будут жариться вместе с ними. Слушайте, что вы меня из Пскова все вытаскиваете? Слушайте, а на хорошего кандидата, видите, как... Хороший город Петербург, наш северный пригород. Северный пригород Пскова стоит на псковских костях. Слушайте, я думаю, что в Петербурге у меня сохранятся дружеские отношения. Я желаю Вишневскому стать депутатом Государственной Думы, потому что ему, как говорил Бродский, какую биографию делают нашему, точнее, Ахматова про Бродского, какую биографию делают нашему Рыжему. Поэтому сейчас Вишневскому сделали биографию, там мне сказали, что вышла «Гардиан» с 1 полосой. Конечно, Гардиан это... Нет, там тоже есть избиратели. В Лондоне есть российские избиратели. Русских. Да, так что я думаю, что, может быть, это тоже добавит голосов. Я хочу, чтобы Вишневский избрался. Вот эту всю грязную кампанию против Вишневского и грязную кампанию против Псковского «Яблока ведет один и тот же человек, работающий между Псковом и Петербургом. Он не может вести другие кампании. Он полностью принят губернатором Ведерником как ближайший политтехнолог.
С этим человеком сюда пришли абсолютно недостойные вещи. И он считает, что это востребовано, за это платит, и он этим доволен. Я очень надеюсь, что избиратели Петербурга накажут вот этих подлецов, которые дали согласие на такую спецоперацию, и этого недостойного человека своим голосованием за то, что они сделали. Я не собираюсь переезжать в Петербург. Я буду бывать в гостях в Петербурге, но не собираюсь там жить. Виктор Плянтер пишет, я считаю также это к реплике о том, как была оценена реплика Явлинского, да. Люди совершили ошибку, запустив травлю яблока по какому-то отрывку из закрытой передачи. Передача была в прямом эфире, но вот действительно... Ее сейчас могут только подписчики «Дождя». Понимаете, Явлинский сказал простую вещь. Если вы голосуете за Яблоко, вы голосуете за программу партии Яблоко. Точка. Если вы голосуете за Алексея Навального, если будет такая возможность, вы голосуете за программу Алексея Навального. И не путайте, если вы голосуете за конкретных политиков, вы голосуете именно за этих политиков. Ведь на самом деле это удивительная штука с умным голосованием. Люди демократических убеждений начинают голосовать за партии, несовместимые с их взглядами. Мне одна женщина в Фейсбуке написала: «Да, я знаю, что это дерьмо». Это дословная цитата. «У меня дома лежит большой кусок хозяйственного мыла. Я отмоюсь». Я ей написал: «Мыло не поможет». Не поможет мыло, нельзя голосовать за свою противоположность. Слушайте, у нас предки все в большей или меньшей степени сидели, были под доносами, были под следствием, под угрозой лишения жизни. Ну как можно голосовать за партию, которая продолжает прославлять сталинские репрессии? Ну как? Это же немыслимо, это самоубийство, и кроме того, не могу не сказать, это вообще предательство памяти погибших предков. Ну так просто нельзя. Так просто нельзя. Поэтому нужно совершенно спокойно. Ну спокойно как? Спокойно. Рационально смотреть на сегодняшнюю ситуацию. Вот ты убежден, что этот политик отражает твои взгляды. Не считай, сколько вас. Как спортсмен не должен бежать по дистанции и смотреть на секундомер. Так, сколько я, первый или второй? Первый или второй? Беги. Не смотри, а беги. Не считай, сколько вас. Иди, и будет +1, +1, +1, +1. Это логика политики. Ты идешь туда, куда считаешь нужным идти. И чем больше людей ты вовлекаешь за собой, тем быстрее ты придешь. Ты можешь сегодня не победить, но ты сделаешь шаг вперед. Ты получишь плюс. Иначе завтра никогда не настанет. И будет вечное вчера. Вечный 20 век, который так и не закончился в нашей несчастной стране. Единая Россия – это партия 20 века, это же очевидно. Путин – политик 20 века. Понятно ваше мнение по поводу голосования или не голосования по партийным спискам. Есть ли, по вашему мнению, в одномандатных округах представители вот тех партий, которые вы критикуете, достойных соперников партии власти? Слушайте, я не интересовался представителями других партий. Вот честно, у меня нет для этого времени. Я это говорю честно, это не потому, что я не хотел, у меня не было для этого времени. Я в любом округе, куда я приду голосовать, если я вижу представителя партии Яблоко, я голосую за представителя своей партии, потому что это команда, даже если я не знаю человека. Но чтобы в Пскове я мог видеть в бюллетене кандидата от Яблока и не знать такое невозможно, вот у меня будет трудная ситуация в округе. Я избиратель округа номер 1, где кандидатом был Николай Кузьмин. И, естественно, я собирался за него голосовать. Да, его сняли, как и меня. И я буду принимать решение, что делать 19 сентября. Я вообще очень радикальный избиратель. Если в бюллетене нет моего политика, то я голосую за всех. Всем дарю по кресту. Вот, все становятся орденоносцами. У меня такой подход. Либо я голосую за человека, которого я считаю своим единомышленником, что я отдаю ему свой голос, это представительство. Это кусочек государства во мне сидит. Областного государства, федерального государства. Он мой, это моя собственность. Я не хочу его отдавать никому другому. Так случилось, выбили кандидата. Извините, я оставляю его при себе. Мне некому доверить этот кусочек государства. Он остается у меня внутри. Я не хочу, чтобы мне когда-либо было стыдно за мое голосование. Я не хочу отвечать ни за какие действия, решения, поведения политика, которого я не поддерживаю, ценности которого я не поддерживаю. Там могут быть вполне неплохие люди. Вот просто по-человечески, в быту. Мы же в собрании не на войне. Мы со всеми общаемся, мы сидим за одним столом, мы ходим друг к другу в кабинеты. Там я на каждые праздники всех угощаю сладостями женщин, во всяком случае, в нашем собрании почти все женщины. Работники аппарата почти сплошь женщины, среди депутатов много женщин. Но это не означает, что мы должны подписываться под чужой политической позицией. Мы не воюем, но когда я голосую, я расписываюсь под человеком. Я принимаю на себя обязательство, что я ему передаю свои полномочия как гражданин. Я никогда не буду голосовать за чужого мне человека в политике. Это невозможно. У нас осталось буквально 2 минуты. Что я предлагаю сделать? У меня последняя есть ремарка от Полины Бариновой. Она написала, подала заявку на вступление в Яблоко, которая у меня ассоциируется с вами, Лев. Огромное вам спасибо. Это личное обращение. Спасибо, Полине. У нас не был запланирован блиц, но раз уж вы сказали, я тут подумал, что я задам вам 3 вопроса, которые придумал только что. Я предлагаю вам коротко ответить на эти 3 вопроса. Давайте. Запсковье или Завеличи?
Запсковье, потому что мы здесь находимся. Запсковье. Окей. Эхо Москвы или Дождь? Круто. Дождь на эхе. Дождь на эхе. Хорошо. И последнее. Быть президентом или быть премьер-министром? Что круче? Быть честным. Быть честным. Спасибо огромное. У нас в гостях был лидер Псковского яблока Лев Шлосберг. Я напомню, что 19 числа с 21:00 до 23:00 здесь у нас будет специальный эфир в креативном пространстве «Шаг». Мы будем обсуждать уже свершившуюся кампанию, предварительные результаты, возможные жалобы или сигналы на какие-то нарушения, которые будут поступать в течение 3 дней голосования. Мы ждем вас у нас в гостях. Я надеюсь, что вы сможете, если вы будете в Пскове. 19 сентября я буду в Пскове, буду на избирательном участке. Да. И дай бог, я приду сюда тоже. Поговорим. Здесь у нас будет свободная атмосфера. Будем ждать разных гостей, представителей всех партий приглашаем, чтобы обсудить, что это было, с какими результатами мы подошли к самому важному дню и будем еще смотреть на первые результаты. Спасибо огромное, был интересный разговор. Очень большое спасибо. Да, до свидания. Всего доброго всем.